По данным Минэкономразвития Ингушетии, ими совместно с акционерным обществом Корпорация развития Республики Ингушетия в 2017 году осуществлена работа по проведению подготовительных мероприятий и реализации в республике 3 инвестиционных проектов: завода по изготовлению алюминиевых профилей «РИАК», комбината строительных материалов компании КСМ «Неон», птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки компании «Птицекомплекс Южный». Первый проект успешно реализован, но 2 последних все еще находятся на стадии реализации. И согласно информации регионального министерства, в связи с нарушением соблюдения графика мероприятий по соглашению на республику уже наложены штрафы в размере 50 миллионов рублей. Земли понахватали 10-20 гектаров и аренду даже не платят. Не будет объекта, который уже должен был давать продукцию. Я же посмотрел, там бурьян, да и залитые бетоны, видимость созданная. Землю изъять, Минимущество, если это районная земля, район, город, в суд идете и расторгаете договорные отношения и оплату аренды. В связи с этим Махмуд Али Калиматов поручил правительству организовать работу специальной комиссии, которой предстоит оценить проекты. Создавать специальную комиссию. Значит, возьмите специалистов объективно, возьмите и сделайте до 1 декабря по НИОНу, а им до 5 декабря. И четко мне алгоритм. Значит, вот это 5 дней, вот это делаем, 3 дня, вот это делаем, и 100% это. По всем этим проектам. Я уже не буду спрашивать, я картину знаю. Дайте мне заключение, только мне заключение какое? Мы отказываемся. Нет, мы поддерживаем. 2 слова. Но каждый из вас, комиссия 5 человек, лично, своей должностью поплатите за это. Знаете почему? Это не на меня ложится. На республику ложится. На республику. Нельзя 100 рублей субсидии отдать, врачам зарплату повысить, учителей, школу. Мы не можем обременять бюджет республики. Также в ходе совещания был поднят вопрос о грубых нарушениях при строительстве объектов социального назначения. В частности, речь идет об общеобразовательном учреждении во 2-м микрорайоне Малгобека. Новая школа открыла свои двери для учащихся только в прошлом году, а здание уже трещит по швам. В том же районе несколько многоквартирных домов, которым всего 6 лет, признаны аварийными. Что я должен делать и что я должен говорить детям? 680 детей, там, насколько я помню, да? А школу надо закрыть, потому что она пополам чуть ли не валится там. В подвале вода. Пол накрыт каким-то элементом, типа клеенки какой-то, рабочей, строительной, наверное. Выделяет абсолютно ядовитый запах. Знаете, что поразило? Что эти дети улыбаются, мячи гоняют, а там нельзя находиться. Они астматиками станут через год, максимум через 2. Замик бибиш. Радуются, бегают. Они не понимают, что их выселят сейчас. И лицензии не дают ей. Мы для кого все это строим? Для людей, которые живут здесь. Я к совести даже не призываю вас. Не хочу сказать, что это бесполезно. Сколько лет построен этот дом? 6-й год. А он уже аварийный. Ну вот объясните мне. Я что делать? Халдять, инуш. Генподрядчик берет, он же начальник, нанимает субподрядчиков. Они строят-то. А как они строят? Что они там строят? Но совесть-то есть. Их выселили, снесли дом, а вот этот, который надо было, не построили. И куда этих людей? Не знаем. Ну, пойди с строителями, скажи, что когда строилось вот это здание, сооружение. А где депутаты парламента нашего были? А где главы были? Вопрос в том, что сегодня что делать с теми людьми в Малгобекском районе? Кто-нибудь выход-то должен найти, строители. Восстановите их статус жильцов-то. Руководитель региона подчеркнул, что не позволит сорвать сроки реализации нацпроектов по строительству социальных объектов. Махмуд Али Калиматов призвал подрядчиков, субподрядчиков домов, школ, больниц, районов и городов республики, признанных аварийными, исправить все нарушения, допущенные при строительстве. Глава Ингушетии отметил, что в будущем будет составлен белый список, куда попадут только добросовестные строители.
Будем работать в рамках закона и по требованиям, которые я предъявляю. Так жить и строить нельзя. У нас объекты, которые буквально разваливаются, которым и 2 года, и 3 года, и 5 лет. Я не знаю, как еще живет республика. Вот ее уже куски рвали. Смотрю, у нас столько строительных фирм. Даже в 3,5 миллиона городе нет такого числа строителей, как у нас. Потому что осваивать научились, усваивать деньги, а не строить. Вот те люди, которые сегодня не пришли, больше их и не приглашаете, не беседуете, принимайте санкционные вещи к ним. А те люди, которые сами осознают, вернитесь на свои объекты. Ажил министра Хошева, он акты составляет. Чехка, дишер, хадиш, наха, баркул худож, чамхади. Дети, чтобы спасибо сказали. Заемные средства, которые вы перекладывали ранее на республику, на бюджет республики, такого не будет больше. Вы бизнесмены, строители, поэтому это ваши риски. Значит, вам выгодно было брать другие объекты. Сейчас 4 миллиарда кредиторка лежит на республике. Ее не будет. Мы будем оспаривать каждый рубль. В судебном порядке. Все недобросовестные люди, они будут, все строительные компании, которые не выполнят требования, ни у одного не будет СРО. И не думайте, что вы переоформите там название, поменяете или еще что-то. У нас в республике все знают в лицо. Глава Ингушетии заявил, что контрольные проверки возводимых и уже возведенных объектов образования и здравоохранения – лишь один из этапов изучения строительной сферы региона. Пусть люди работают, зарабатывают, но только не воруют, не обманывают. Мы сами с собой не можем разобраться. Мы могли бы вообще через год, 3, 5 сделать цветущую республику. Если все бартыхан, дадолдан вейс хадой, но вот так жить дальше нельзя. Аналогичным проверкам подвергнут все остальные объекты социально-экономического блока. Подрядчики должны понимать, что ни одна постройка не будет принята при обнаружении даже малейшего несоответствия требованиям и заявленной документации. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24.